Вы когда-нибудь задумывались, как изменился мир за последние десятилетия? Когда-то бедуины кочевали по пустыне, пасли верблюдов и овец, а теперь среди песков возвышаются огромные небоскребы, поражающие своей высотой и роскошью. Знаете ли вы, что это один из признаков судного дня, о котором предупредил пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха? Он сказал, когда босоногие Нагия: «Бедные пастухи начнут соревноваться в строительстве высоких зданий». Сахих Муслим 8. Этот хадис является частью знаменитого рассказа, когда ангел Джибриль, мир ему, пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха в образе человека, задал ему вопросы об исламе, вере и рассказал о признаках судного дня. Исполнилось ли это пророчество? Сегодня мы видим, как некогда бедные народы, жившие в пустынях, превратились в богатейшие страны. Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия еще 50-60 лет назад здесь почти не было развитой инфраструктуры, а теперь в этих странах самые высокие здания мира. В Дубае построен Бурдж-Халифа, высочайший небоскреб в мире. Его высота 828 метров. В Саудовской Аравии строится Джеда Тауэр, который должен превысить 1000 метров. Каждая новая башня пытается превзойти предыдущую, соревнование идет полным ходом. Но почему этот признак судного дня важен? Где же здесь опасность? Само по себе строительство не является злом. Но пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил о соревновании в высоте, о гордыне, тщеславии и желании превзойти других в мирских благах, забывая о вечном. Аллах в Коране предостерегает нас: соревнование в приумножении отвлекло вас, пока вы не посетили могилы. Но нет, вы скоро узнаете. Сура Ат-Такасур, аяты 1-3. Люди увлекаются материальными достижениями, но забывают о том, что время уходит, а судный день приближается. И это не единственное пророчество. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Судный час не наступит, пока не увеличится богатство среди вас так, что человек будет искать, кому дать садака, но не найдет никого, кто бы его принял». Сахих Аль-Бухари 1410. Сегодня во многих странах жизненный уровень людей растет, но увеличивается ли их благочестие? Ведь Аллах сказал в Коране: «Воистину имущество ваше и дети ваши — лишь испытание, а у Аллаха великая награда». Коран 64:15. Мы строим огромные города, технологии развиваются, но что с нашей верой? А как вы считаете, стали ли мы жить лучше или просто больше соревнуемся в мирских благах? Нам важно помнить, богатство и развитие — это испытания. Они не должны отвлекать нас от веры, поклонения и добрых дел, потому что однажды настанет день, когда все эти башни превратятся в пыль. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о признаках судного дня и укрепить свою веру. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео, чтобы как можно больше людей задумались о важных истинах. Да поможет нам Аллах использовать наше время во благо.